Здравствуйте, в студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Мы как-то нечасто в нашей программе обращаемся к цитатам умных людей, выдающихся спортсменов, экономистов, бизнесменов, а, по-моему, зря. Они могут быть очень актуальны, эти мысли, и весьма полезны для оценки текущей ситуации. Мы сегодня сделали небольшую подборку, оцените, пожалуйста. Часто приходится слышать: Россия проспала свою техническую и технологическую революцию, мы отстали и сами в этом виноваты. Что возразить на этот счет? Мне очень понравилось выражение, которое приписывает великому американскому боксеру Рою Джонсу. Он вроде как заметил однажды: нельзя вернуться в прошлое и изменить старт, но можно стартовать сейчас и изменить финиш. Для нас сейчас, по-моему, довольно ценное пожелание, призыв. Время более решительных действий, в том числе в экономике, настало. Не стоит уповать на то, что более приятные для нас цены на нефть и газ вернутся. Как говорил другой незаурядный спортсмен, на этот раз хоккеист Уэйн Грецкий: из тех бросков, что ты не сделал, 100% все мимо цели. Успех – это сумма маленьких усилий, выполняемых ежедневно, любил повторять американский писатель Роберт Кольер. И правда, сейчас для нас пора очень кропотливой, каждодневной, тяжелой работы. Неблагоразумно, как мне кажется, рассчитывать на быстрое восстановление промышленности и экономики, резкий рывок вперед. Как тут не вспомнить другого великого мастера боевых искусств, режиссера и киноактера Брюса Ли? Он утверждал: неважно, как медленно продвигаешься, главное не останавливаться. Элиты в нашей стране должны четко осознать, что их историческая миссия не в том, чтобы примитивно экспортировать сырье, а в том, чтобы развивать промышленность, вкладываться, а не проедать. Как писала экономист мирового уровня, уроженка Замбии Дамбиса Майо: в конечном итоге продажа товаров и толстая пачка денег не делают страну серьезной экономической силой. Важнее то, как поступают с деньгами их владельцы. От этих ценных, но все же общих идей мы перейдем к конкретным примерам и результатам. В ближайшие 25 минут в программе «Реальная экономика» речь пойдет о нефтепереработке в Татарстане. Отрасли созданы практически с нуля, в основном на частные инвестиции. Чем живет и как развивается компания ТАИФНК, один из ярких лидеров нефтепереработки Татарстана и России. Смотрите в этом выпуске. Трудный, но осознанный выбор. Почему и как нефтяной Татарстан стал регионом с развитой и мощной нефтепереработкой? Как создавалась компания ТАИФНК? Что она из себя представляет сегодня? Структура, виды продукции – расскажем подробно. Модернизация как приоритет развития. НПЗ ТАИФНК – завод 21 века. Узнаем о нем как можно больше. Наши корреспонденты с подробностями. Такой ценный и нужный битум. Что нужно знать об этом продукте? В специальном репортаже программы «Реальная экономика». Уже более века нефть остается самым удобным энергоносителем и крайне востребованным товаром и ресурсом. Почему? Давайте загибать пальцы. Нефть – это не только бензин и дизельное топливо, из нее делают пластик, не только пластиковую тару, но и, к примеру, одежду, асфальт, удобрения, бытовую химию и многое другое. Сама нефть образовалась из останков древних живых организмов, как и уголь, поэтому запасы ее ограничены. К слову, несколько десятилетий назад считалось, что нефть закончится уже скоро. Обычно датой исчерпания запасов называли первую половину 21 века. В это верили еще совсем недавно. Без труда в интернете можно найти различные материалы с предсказаниями о том, что в 2020 году добыча нефти достигнет пика, после чего ее запасы исчерпаются и добывать получится не очень много. Сейчас очевидно, что спрос на нефть как на главный мировой ресурс в ближайшие лет 10-20 будет только расти. Какие факторы нам об этом говорят? Во-первых, высокая энергоемкость, удобство транспортировки, хранения и использования. Во-вторых, отсутствие до недавнего времени альтернатив с приемлемой ценой и эффективностью. Если у вас нет нефти, вам не на чем ездить, летать и даже плавать, что создает угрозу не только экономике, но и военному потенциалу.
Конечно, если смотреть в совсем долгосрочной перспективе, нефть постепенно будет терять свою ценность. Это естественный процесс, можно сказать, законы жизни. В конце концов, когда-то уголь и сталь были самыми значимыми для мировой экономики товарами. Но ничто не вечно под луной. Однако сейчас и в среднесрочной перспективе нефть – это продукт стратегический. Для России, как мы понимаем, нефть вместе с газом еще и являются ключевыми источниками для пополнения бюджета. Эти цифры известны, их никто не скрывает. В структуре доходов федерального бюджета ТЭК составляет около 40%, в российском экспорте в стоимостном выражении более 50%. Объем добычи и производства энергоресурсов превышает внутреннее потребление по нефти более чем в 1,9 раза, по газу в 1,5 раза. Да, мы много говорим о структурном изменении экономики страны в сторону перерабатывающих отраслей, в сторону продукции с высокой добавочной стоимостью. К сожалению, пока необходимо признать, что экспорт нефтегазовой продукции является основной статьей наших доходов. И нам нужно переломить эту тенденцию. Как и за счет чего? Многие эксперты заявляют, что перспективы ТЭК России в глубокой нефтепереработке. Пора понять, что экспорт энергоносителей – дорогое удовольствие. Прежде всего, необходимо развивать собственную экономику, пользуясь дешевыми энергоресурсами, и догонять отставание в химии и машиностроении. Это осознание приходит непросто. В Татарстане к нему пришли несколько раньше и в какой-то степени вынужденно. Одним из законодателей МОД в этом направлении стала компания «Таиф», которая стояла у истоков создания и развития современной нефтепереработки в республике. О том, как появилась компания «Таиф НК», как она превратилась в одного из лидеров в отрасли, в нашем обзоре. Мы достаточно много говорим о сырьевой зависимости российской экономики, но надо понимать, она появилась не в одночасье и не на пустом месте. Если уж говорить о нефтяной игле, то крепко подсел на нее скорее Советский Союз. В середине 70-х годов прошлого века СССР добывал свыше 500 миллионов тонн черного золота, больше всех в мире. Надо отдать должное героизму и трудовому подвигу советских нефтяников. Но, к сожалению, выкачивая из подземных кладовых миллиарды тонн черного золота, советские руководители не озаботились о строительстве столь же мощной нефтеперерабатывающей промышленности в Татарстане или где-то еще. Тем не менее, нефтепереработка в России, начиная с конца 90-х, стала одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. Причем современные НПЗ в нашей стране появлялись несмотря на объективные трудности и проблемы, среди которых эксперты выделяют высокий уровень выработки месторождений, слабую геологоразведку, геополитические риски, включающие в себя экономические санкции, скачки мировых цен, нехватку производственных мощностей, устаревшее оборудование, волатильность национальной валюты, возникновение множества мелких производителей, поставляющих продукцию низкого качества, особенности территориального месторасположения предприятий. И все же анализ, проведенный специалистами индустрии, показывает наличие благоприятной политической и экономической ситуации для качественного скачка развития отрасли. Для этого необходимо повысить глубину переработки нефти, увеличить процент выхода светлых нефтепродуктов, обеспечить более полную загрузку мощностей по первичной переработке нефти, организовать собственное производство сопутствующих технологических материалов, реагентов, катализаторов, добавок, сняв тем самым зависимость от импортных поставок. Татарстан – один из регионов, который находится в авангарде этой политики в России. Для республики решение создавать, а затем и развивать собственную нефтепереработку было во многом вынужденным. Давайте вспомним, в конце 90-х республика находилась перед сложным выбором. Запасы легкой дивонской нефти, десятилетиями кормившие всю страну, таяли, и баланс менялся в невыгодную для нас сторону тяжелой, высокосернистой нефти. И тогда вопрос стал сам собой. Что же делать дальше? Оставаться примитивным поставщиком сырьевых ресурсов на зарубежные рынки с каждым годом становилось менее выгодным. Нужно было что-то решать с созданием собственной нефтепереработки. Решение созрело в 1997 году. Специалисты ТАИФ взялись воплотить в реальность идею строительства полноценного НПЗ. Первой основой для этого стала установка первичной переработки нефти ЛОА ВТ-7. В середине нулевых ТАИФ продолжил курс на дальнейшую модернизацию НПЗ. Следом началось строительство новых двух крупнотоннажных производств.
установки по производству бензинов и установки по переработке газового конденсата. Сегодня ТФНК – это развитый мощный комплекс нефтеперерабатывающих предприятий, в состав которого входят нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов, комплекс глубокой переработки тяжелых остатков с глубиной переработки на уровне 98,6%. То есть любой продукт высокой переработки, он имеет меньше колебания ценовые, чем, соответственно, исходное сырье. Это факт. Поэтому для Татарстана собственная переработка действительно выход из положения и сейчас, и на будущее. Останавливаться на достигнутом никто не собирается, тем более, что и конкуренты не дремлют. Главным приоритетом в нефтегазохимическом комплексе Татарстана за прошедшие 20 лет стало увеличение глубины переработки углеводородного сырья. Мы во многом задачу решили, и тем не менее этот приоритет сохраняется. И стратегическая цель двигаться дальше по пути прогресса и обновлений. На это же нацелена и амбициозная стратегия развития всей группы компаний ТАИФ до 2030 года, предусматривающая масштабные инвестиции прежде всего в нефтехимию, нефтепереработку и энергетику. Главная задача этой программы намного увеличить доходы Республики Татарстан, как в бюджет, так и работников, которые работают в группе компаний ТАИФ. Вот это главная цель, чтобы она повлияла положительно на повседневную жизнь нашего народа. Сама отрасль ТЭК качественно становится иной. Для России, как мы уже не раз говорили, это стратегический сектор экономики. Так же, как и для Татарстана. За последние 15 лет мы в республике сделали тот самый энергетический переход в новую эру. Татарстан из региона нефтяного превратился в регион иного качества экономики. Тут я не умаляю достоинств наших нефтяников. Добывать черное золото, особенно нашу тяжелую, сернистую нефть, это великий труд, мастерство, новации, технологии. Однако нефтепереработка – это отрасль, созданная в Татарстане практически с нуля. И как мы сегодня видим на примере компании ТФНК по самым высоким мировым стандартам. Что из себя представляет завод НПЗ ТФНК, как он работает в сложных условиях пандемии и почему работники нефтеперерабатывающего завода с оптимизмом смотрят в будущее. Руфина Мукминова расскажет. Нефтеперерабатывающая отрасль сейчас переживает очень сложный период. Пандемия коронавируса значительно отразилась на экономической эффективности российской нефтепереработки. Хорошие результаты ТФНК по производству и реализации продукции поддерживаются в таких условиях только благодаря планомерной реализации стратегической программы. Так, к примеру, нефтеперерабатывающий завод сумел сохранить свои показатели. Завод перерабатывает 7 с лишним миллионов тонн нефти в год. Это часовая нагрузка 900 тонн в час. При переработке получается 1 миллион тонн в год прямогонного бензина, который используется как сырье для завода «Этилен». Потом мы делаем порядка 60 тысяч тонн по году керосина. Самый главный наш продукт – это дизельное топливо разных сортов, которого мы делаем порядка 2,3 миллиона тонн в год. Дизельное топливо ТФНК – визитная карточка предприятия. Топливо класса Евро-5 пользуется спросом как на внешних, так и на внутренних рынках. В условиях нашего климата особенно актуальны зимние сорта с предельной температурой фильтруемости до минус 32 градусов Цельсия. Речь идет о минимальной температуре, при которой дизельное топливо беспрепятственно прокачивается через фильтры топливной системы автомобилей. Можно выделить два таких глобальных основных направления. Это внутренний рынок Российской Федерации, Республики Татарстан, и экспортные рынки. Это страны Европы, Европейский Союз и страны СНГ, Киргизия, Таджикистан, Монголия иногда бывает. Сейчас наибольшей популярностью пользуется дизельное топливо зимнего класса, наиболее востребовано на рынках стран СНГ. Европа сейчас пока использует сорт Е, межсезонное дизельное топливо. Кроме того, на НПЗ также выпускают авиакеросин. В отличие от выпуска остальной товарной продукции нефтеперерабатывающего завода, производство авиатоплива имеет ряд особенностей. Основное отличие заключается в том, что сырье превращается в авиакеросин в периодическом режиме, то есть поэтапно.
Перед каждым этапом сырье или полуфабрикаты проверяют инженеры-химики НПЗ, а после повторный контроль производят специалисты Министерства обороны Российской Федерации. Кроме этого, входному контролю подвергаются не только все присадки, но и топливо, которое уже отгружено в железнодорожные цистерны. Его проверяют перед тем, как оно покинет территорию завода. Также во время производства авиатоплива специалисты Министерства обороны контролируют соответствие текущих параметров, технологии его производства и проверяют железнодорожные цистерны, которые используются для транспортировки. Мы эксплуатируем, я думаю, что не совру, наиболее передовые, наиболее современные технологии, которые вообще можно придумать в данный момент на нефтепереработке. То есть вся продукция, которую мы выпускаем, она соответствует всем жестким, текущим, и, я думаю, не совру, если скажу, перспективным стандартам в области качества, в области его эксплуатационных свойств, в области экологии. Задача поддерживать текущий технологический задел. Поддерживать технологический задел в условиях пандемии непросто. Несмотря на снижение экономических показателей, ввиду кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией, ТАИФ НК продолжает вкладывать значительные средства в техническое перевооружение и модернизацию производств. Всячески пытаемся удешевить процесс переработки, применяя новые технологии, применяя новые реагенты. Пытаемся, внедрив технологии, сэкономить энергоресурсы. Нефтеперерабатывающий завод – это непрерывное производство. Даже в так называемые каникулы работа здесь не прекращалась. На предприятии строгий контроль за соблюдением всех мер предосторожности. Операторы работают в масках. Это обязательное условие маски. И с 2-часовой заменой маски нам выдают. Обработка помещения проводится, обработка рук. Все необходимые меры предосторожности соблюдаем. Забота о сотрудниках – важный приоритет компании. Акционерное общество ТАИФ НК – социально ответственное предприятие, которое обеспечивает не только достойной заработной платой, но и социальными гарантиями. Яркий пример тому начальник смены НПЗ Каюмов Руслан. После окончания учебного заведения, долго не думая, он выбрал для себя нефтеперерабатывающий завод. За 4 года молодой человек продвинулся вверх по карьерной лестнице и обеспечил свою семью жильем. Как только устроился, я попал под социальную программу. Получается, через полгода написал заявление на получение социальной ипотеки. И где-то через год мне уже выдали ключи от квартиры. Кроме всего прочего, значительные инвестиции ТАИФ НК направлены на экологические программы, программы по охране труда и промышленной безопасности. Эти вложения – это не просто вложения в развитие компании, это улучшение качества жизни города Нижнекамска и республики в целом. Высоких показателей ТАИФ НК достигает во многом благодаря успешной реализации проектов и мероприятий, направленных на выпуск качественных и конкурентоспособных нефтепродуктов. На протяжении всей своей деятельности компания активно вкладывает средства в модернизацию и развитие собственного производства. Именно поэтому топливо от ТАИФ НК считается одним из наиболее качественных и экологически безопасных, что подтверждается ежегодными победами продукции в конкурсах «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России». Как и кем контролируется качество топлива, а также какие еще виды продукции выпускают в компании ТАИФ НК, в нашем репортаже. Для контроля за качеством сырья и готовой продукции при каждом заводе ТАИФ НК создана испытательная лаборатория. Увидеть, как проверяют качество сырья и готовой продукции в лаборатории нефтеперерабатывающего завода, нельзя. Но для нашей съемочной группы сделали исключение и показали, как и на каком оборудовании проводятся испытания. Лаборатория оснащена по последнему слову техники, поэтому из-за качества реализуемого продукта можно быть уверенным. Для того, чтобы выпускать продукцию на российский рынок, на мировой рынок, любое предприятие обязано иметь такую лабораторию. Она оснащена абсолютно всем инструментарием для того, чтобы проводить те анализы, которые прописаны, получается, в паспортах качества. Плюс, если мы говорим про сдачу продуктов в систему трубопровода Транснефти, а большая часть дизельного топлива отгружается именно посредством трубопровода, то эта организация тоже имеет свою аккредитованную лабораторию, и на этапе сдачи она нас контролирует.
То есть контроль здесь получается, ну не знаю, там на предприятии двойной, тройной, плюс еще потребитель. Лаборатория завода НПЗ аккредитована Федеральной службой на возможность осуществления более 100 различных исследований. Именно здесь продукция проходит все этапы проверки, прежде чем дойти до потребителя. Вообще Центрально-заводская лаборатория является структурным подразделением нефтеперерабатывающего завода. Мы проводим испытания сырья, полуфабрикатов и товарной продукции, которые производятся на нефтеперерабатывающем заводе, такие как топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, бензин, керосин. Все испытания проходят специально обученными людьми на зарубежном оборудовании. Таких лабораторий по России единицы. Даже малейшее отклонение от нормы эти сверхчувствительные машины обязательно заметят. ТАИФ НК дорожит своей репутацией надежного поставщика качественной продукции. Поэтому в свое время в эти лаборатории были вложены значительные средства, и они продолжают модернизироваться. Все продукты соответствуют мировым стандартам. И значительная часть этой продукции потребляется, получается, за границей, где мы знаем, что экологические стандарты, ну, как минимум, не хуже, чем в Российской Федерации. Именно качество выпускаемой продукции позволяет АО «ТАИФ НК» сохранять свои лидирующие позиции. В прошлом году компания переработала 8,3 миллиона тонн нефтегазового сырья. Глубина переработки нефтяного сырья составила 73,4%. Не прекращать движение. Сегодня этому правилу в своей работе следуют все предприятия группы ТАИФ, и компания ТАИФ НК, конечно, не исключение. Нельзя снижать темпов развития, даже несмотря на пандемию и объективно более сложные экономические условия. Помимо того, что это важно для самого предприятия, для экономики Татарстана, для выполнения многих социальных программ, продукция ТАИФ НК помогает выживать и развиваться другим отраслям и секторам экономики. Это не только транспорт, агрария, авиационная отрасль, но и те же строители и дорожники. С 2017 года нефтеперерабатывающий завод ТАИФ НК освоил выпуск нового поколения битумов для строительства дорог. Не секрет, что асфальтобетонная смесь, которая используется при строительстве дорожного полотна, состоит из инертных материалов – щебня, песка, мелких отсевов, дробления и органического вяжущего битума. Качество автомобильных дорог играет немаловажную роль в экономическом развитии страны. Поэтому битум, как компонент дорожного полотна, является одним из самых важных товарных продуктов в номенклатуре НПЗ ТАИФ НК. Подробности от наших корреспондентов. Люди часто удивляются, почему в стране дороги плохие. Причин можно перечислить несколько. Во-первых, это, конечно, климатические условия, протяженность дорог. Во-вторых, некачественные строительные материалы, на которые жалуются сами дорожники. Вот дорога вблизи Нижнекамска. Ее в качестве так называемого пробника проложили с помощью высококачественного битума, производимого на нефтеперерабатывающем заводе АО «ТАИФ НК». Полимер битумно-вяжущий, ПБВ-60. Это модифицированный битум. В принципе, обычный битум, в состав которого включены добавки. Это стирол, бутадиен-стирольный каучук. Его добавляем до 4%. Включение этих добавок позволяет битуму улучшить свои морозоустойчивые свойства. Он придает дополнительную стойкость к стиранию шинами. Не секрет, что асфальтобетонная смесь, которая используется при строительстве дорожного полотна, состоит из таких инертных материалов, как щебень, песок, мелкие отсевы дробления и органического вяжущего битум. Качество автомобильных дорог играет немаловажную роль в экономическом развитии страны. Поэтому битум, как компонент дорожного полотна, является одним из самых важных товарных продуктов в номенклатуре НПЗ. Сейчас на заводе выпускают два вида битума. Обычный, который используют практически все дорожные службы, и битум с улучшенными характеристиками, который стоит, конечно, дороже, но и пролежит дольше. Все дорожники на битум валят. Дорога ведь это не битум. Дорога это подложка хорошая, основание там метровой толщины. Как утрамбует, как щебень уложит. Битум только последних 5 сантиметров полотна битум. Там внизу битума нет.
там укатанный щебень. В 2019 году выпущено 54,9 тысяч тонн битума. Из-за климата в нашем регионе спрос на данный товар является сезонным. Но Таиф НК активно занимается решением этого вопроса. Однако в 2020 году дорожный битум имеет особый спрос. За последние 10 месяцев заводу НПЗ отгружено уже 92,5 тысячи тонн данной продукции. В теории мы можем производить в данный момент около 20-21 тонны битума в час. При наличии потребителя есть возможность нарастить, есть проектная документация, выпуск битума в 2 раза путем установки дополнительного реактора, пару насосного оборудования. И, в принципе, все. Мы можем увеличить нитку по производству битума в 2 раза. Теперь на заводе появилась возможность круглогодичного производства данной продукции с накоплением запасов фасованного битума в зимний период. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале ТНВ. До свидания.